Мне сейчас, знаете, видео попалось, где какая-то там чиновница из Абхазии на каком-то совещании говорит о том, что нам не нужны туристы, у которых 300 рублей в кармане. А нам нужны туристы, у которых есть деньги, потому что эти туристы ничего не купят на улице. Они будут вот сидеть на своих завтраках в отеле и стоять там типа по 2 часа в очереди за соком в отеле. И тут, друзья, если честно, я охренел. Здравствуйте, друзья. Скрепного воздуха в имперскую грудь наберите. Поехали. В дожди мы ставим тазики, ведра. Почему? Потому что сказали, еще можно жить. Пригодно. Чиновник из администрации пришел, говорит, дырка в потолке. Ничего страшного, тазик вот так подставьте и живите спокойно. У меня просьба по мелочам таким не беспокойте. И до сих пор на печном отоплении? Да, до сих пор на печном отоплении. Рубите? Да, покупаемся. Туалет на улице. И туалет на улице до сих пор? Все так же. Некогда просто газ подвести, канализацию дома сделать. Сначала ж надо Европу отопить российским газом, чтобы не замерзли. Потом надо порядок на Украине навести. А мы как-нибудь так дровами натопим, на ведро сходим. Страшно, вот представляете, спим и думаем, не дай бог вот это все развалится сейчас. То есть вот туалет на замочке, да? Деревянный туалет. Прям настоящий туалет в полу, да? Байден, ну как тебе не стыдно, а? И ты после такого еще переизбираться собрался? Ну то есть люди ходят на ведро и выносят или вот так. А здесь что это у вас? Сарай? Дрова. Крыльцо держится, вот на этом кирпиче, кирпич уйдет, все. Весь дом у нас так, и окна. Весь дом ведет вообще. Я полы выравнивал, не выравнивался, бесполезно. Печка. Как говорится, голь на выдумке хитра, вот пришлось постелить вот это вот. А это зачем постелили? Тепло как-то сохранить, зимой же надо жить человеку. Девушка, что за вопросы? Мы же не хотим замерзнуть, как эти европейцы. Ну вот смотрите. Смотрим. Аккуратно, просто ходите аккуратно. Ой, да. Вот здесь мы упали у нас, в принципе, перекрытие, вон она упала под лестницей, о которой мы говорили. Так у вас лестница упала, смотрите. У нас все упало. Все упало, а рейтинг доверия россиян к Путину стабильно сохраняет высокие показатели. Не смеетесь? Не смешно. Это Россия. Это ваша квартира? Это моя квартира. Почему да. вы здесь не можете жить? Ну, потому что здесь просто с детьми невозможно. Что это такое? Это плесень. Это черная плесень? Я каждый день ложусь спать и думаю, господи, чтоб второй этаж на меня не упал. Потому что, ну, правда. Спать ложусь и думаю, господи, когда ж нам уже ПВО поставить на первом этаже? От несанкционированного спуска на голову второго этажа. Второй этаж, я не знаю, как живет. У меня на первом от мамы, у меня мама надо мной живет. У меня от мамы ко мне вода. У меня на полу стоит тазик. Я не представляю, что творится на втором этаже. В люстре, вот под люстрой лампочка полная воды, и с нее капает ведро 5 минут, и оно опять полное. Верхний этаж уже мироточит от переизбытка терпения. Вот, они, то есть, не стали трубу проводить, взяли сюда, зацепились. В любой момент прорвет горячую воду в отопительный сезон, ошпарит всех не на шутку. Дождик идет, все протекает, и прям щитовой. А в тот раз она прям бабахнула. Да. Все, конечно. То есть вы можете в любое время или загореться, или утонуть? Да, господи. Вот или убиться, да, ноги переломать. Или загореться, или утонуть, или ноги переломать, или током ударит. Современные перспективы жизни в российской глубинке эпохи позднего путинизма. Вот это туалет, и сюда ходят люди? Да. И вот там, это другой туалет, да, для другой квартиры. 21 век, люди до сих пор пользуются деревянными уличными туалетами. Не, ну ужас, конечно. Но не такой же ужас, как в Швеции Лавров рассказывал. Правда? Там же вообще ужас. Это что-то запредельное. Печное отопление, туалет на улице. Пойдемте, мы нет колодец воды. могу показать. Колодец есть. Был колодец, он развалился весь. Колодец? Да, сейчас.
Столетний колодец. Столетний колодец. Здесь вся улица, все отсюда брали. Короче, обещали нам ее сделать, потом пришли, сказали, что у нас денег нет, и не будем делать, типа. Потерпеть просто еще надо. Просто денег нет. Будут деньги, сразу же выроем колодец. А вам надо просто еще потерпеть. Путин и так работает, старается как может. По 23 часа в сутки. По моим прикидкам, он не спал где-то как раз часа 23, может быть, даже уже в районе суток, с легкими перерывами, где-то на возможность уснуть там, в транспорте, в вертолете. У президента, как я понял, действительно очень тяжелый, рваный график. Конечно же, тяжелый график. Столько всего надо украсть в такой огромной стране. И лапши навешать такому большому количеству человек. Не справляется просто, не успевает. Это единственное хорошо, хоть друзья помогают, выручают. Чемезов, Сечин, Миллер. Дмитрий Песков гордится, что его сын поехал воевать в Украину. Как любой родитель, естественно, любой родитель сразу нервничает. И мы, конечно, очень серьезно с ним говорили. Но он взрослый мужик уже, просто он не ребенок, ему не 18 лет. И у него такая судьба очень нелегкая. А теперь 100% судьба будет нелегкая. Столько людей уже дало показаний, что он там был. Коленька уже просто так не соскочит, Коленька просто так, нет. И он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее, я им горжусь. Батя с сыном гордится. Так трогательно. Как не вспомнить стихотворение «Русский папа». Мой папа большой и сильный, и еще у него автомат. Он мне привезет мобильный, а братику самокат. Мой папа лучший на свете. Не смог это дома купить. Ему это дали дети, которых пришлось. А маме везет он шубу. Хотела такую давно. И шутит смешно, что трупам не холодно все равно. А мама, конечно, рада. И папу хвалит она. Бери, говорит, что надо. Зачем же тогда война? Не буду учиться в школе. Зачем напрягать мозги? Не буду работать в поле, лечить и учить других. Буду как папа, солдатом, чтоб просто и без затей при помощи автомата жену содержать и детей. А вот это загнивающая Америка. Загнивающим американцам, оказывается, не надо никуда ехать, чтобы прокормить свои семьи. Достаточно просто прийти в супермаркет и попросить бесплатной еды. Yes, please. Это мы берем по программе ВИК для детей. Весь этот товар бесплатно. Государство оплачивает. Сок, бананы, молоко, сыр, фрукты, яблок вот. Несколько пакетов. Это американский супермаркет. Дали мне вот такой километровый чек. И все, что в этом чеке, все бесплатно. Вот. А у вас в России дают такие чеки километровые? И все бесплатно. В России, в супермаркете, бесплатно. В путинской России в супермаркете бесплатно могут только нахамить. Топ 3 мест, куда я бы не хотела возвращаться. Привет, подписчики, меня зовут Настя, я посетила 39 стран. И это мой топ 3 мест, куда я бы не хотела возвращаться. Он абсолютно субъективен, я не хочу никого обидеть, и это чисто мои впечатления. Первое место
Это, конечно, Абхазия. Особенно после последних высказываний. То есть нам такой турист, я считаю, Мне не кажется, нужен. уже все напихали в панамку этой тети, и поэтому добавить мне особо нечего, кроме того, что это грязь, антисанитария и отсутствие сервиса. Кстати, когда мы были в Абхазии, в первый день мою подругу сбила машина, нас привезли в больницу, и все, что ей могли там предложить, это бинты, зеленка и совет побольше купаться в море. В принципе, на следующий день мы вдвоем с ней схватили кишечную палочку, и выражение «срать с горы» приобрело для нас сакральный смысл. Второе место занимает Дагестан. Да, я знаю, возможно, в меня сейчас полетят тапки, но, честно, мне Дагестан абсолютно не понравился. Потому что в целом, по впечатлению, для меня Дагестан это было чуть более причесанная Абхазия. Да, красивые виды, но такая же грязь, антисанитария. Плюс еще нам не повезло с погодой, ну, в хорошем смысле, потому что мы приехали в самую жару. Везде висели плакаты о том, что нужно ходить полностью покрытой. Ну и, конечно же, выслушивать о том, что Дагестан это не Россия, было немножко странно. Третье место – это Марокко. Если вы ожидаете в Марокко увидеть это или, может быть, вот это, то знайте, там этого нет. И даже саиды не ходят там, соря деньгами и выискивая свою жади. Все, что есть в Марокко, это грязь, вонь и антисанитария. Единственный чистый город в Марокко – это Рабат, ну потому что столица и как бы положение обязывает. И единственное место, из-за чего реально я бы хотела вернуться в Марокко, это пустыня Сахара, потому что ради ее видов я готова проехать по серпантину, потерпеть грязь и прочее, чтобы увидеть эти прекрасные закаты. Пишите в комментариях, в какие места вы бы не хотели возвращаться. Давайте составим наш общий рейтинг антиприкольных стран или мест. Мне сейчас, знаете, видео попалось, где какая-то там чиновница из Абхазии на каком-то совещании говорит о том, что нам не нужны туристы, у которых 300 рублей в кармане. А нам нужны туристы, у которых есть деньги, потому что эти туристы ничего не купят на улице. Они будут вот сидеть на своих завтраках в отеле и стоять там типа по 2 часа в очереди за соком в отеле. И тут, друзья, если честно, я охренела. Угу, прикиньте. Ну... А теперь слушаем внимательно и вникаем в суть. По странному стечению обстоятельств, каждый последующий император России уезжал в путешествие. А как вы думаете, куда? Да в путешествие по Европе, конечно. Куда же он еще мог ехать? Там совершенно случайно знакомился со своей будущей женой и привозил ее к российскому трону. Ну а как по-другому? Ну не жениться же немцу на россиянке. Они-то кровь мешать не хотели и выбирали только своих. И вот они, наши барышни, привезенные уже немецкими правителями, становятся у трона. Давайте же поближе с ними познакомимся. Кто они? Почему они у нас? Как они хотя бы выглядели? Давайте, чтобы это не было голословно. Итак, сначала. Вот она, та женщина, та последняя русская, которая была у трона. Евдокия Лопухина. Это ее бросил Петр Великий. Это ее он обменял на европейскую женщину. Вот на эту. Вот она, Марта Самуиловна Скавронская, которую переименовали в Екатерину. А вот уже Петр III, урожденный, знаете как? Карл Петер Ульрих, с немецкого языка, естественно, и его благоверная супруга Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангельцербская, тоже с немецкого языка. А вот следующий царь, Павел I, урожденный от брака Петра III и Екатерины II. И, как вы до этого уже видели, это оба чистые немцы. И кто же были жены? А у него, кстати, были 2 жены у Павла I. Так вот, первая его жена, Наталья Алексеевна, такое она себе придумала имя, отчество, когда вышла замуж за Павла I. Так вот, она принцесса Августа Вильгельмина Луиза Гессен-Драмштадтская. А вторая его жена, Мария Федоровна, так она решила называться, принцесса София Доротея Вюртембергская, дочь Фридриха II. Но следующий русский царь, соответственно, чистокровный немец, Александр I. В женах у него Елизавета Алексеевна, такое хорошее русское имя-отчество. Однако посмотрим, как она урождена. А урождена она, как Луиза Мария Августа Баденская. А вот следующий царь, Александр II, как вы понимаете, тоже чистокровный немец.
у престола Российской империи. И его жена Мария Александровна. А звали ее по-настоящему Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская. Следующий немецкий царь на российском престоле Александр III. И его жена Мария Федоровна. Такое простое русское имя. Они любили брать русские красивые имена. А кто же она по рождению? А по рождению она Мария София Фредерика Дагмар. Ну как вам вообще события? Мне очень нравится, что происходило. А может быть и сейчас происходит. Царь Николай I, царствовавший перед царем Александром II. И его супруга Александра Федоровна. Тоже красивое русское имя. А урожденная принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмильна, прусская. Ну и наконец-таки, последний царь Российской империи, Николай II, и его благоверная супруга Александра Федоровна. Как-то они не разнообразили свои имена. Но при рождении наша Александра Федоровна, принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатрис Гессерн-Дармштадтская. Конечно, из истории мы знаем, какое огромное количество войн вела Российская империя. А кто посылал на войну граждан России? Кто объявлял всеобщую воинскую повинность? Немцы. Да, именно немцы у трона отправляли русских людей на войну. Немцы у власти посылали гибнуть славян за великую державу. Если они прятались под чужими русскими именами и отказывались от католического вероисповедания, принимали крещение, то что можно было ожидать от таких людей? Миллионы русских гибли по приказу немецких правителей во все века. А теперь подойдем к самому главному вопросу, который я хотел бы вам раскрыть. Итак, зачем нужно было отменять крепостное право на Руси и кому это было выгодно? Мы прекрасно теперь понимаем, что находились в то время под руководством немецких властителей. И что же они? Как они решали свои вопросы для собственного обогащения, жертвой России? Смотрите, ведь никто не ответил на вопрос, из-за чего была продана Аляска. Ну по какой такой причине Россия вдруг взяла и отдала Аляску Соединенным Штатам? А ведь сделку подписали в 1957 году. Во главе государства российского на то время стоял немец, как мы уже знаем, Александр II. Продажа официально состоялась в момент перевода США денег 7,2 миллиона долларов США в 1867 году. То есть подписали мы договор на 10 лет раньше. Уже тогда Аляску заранее Александр II продал американцам. Почему он такой щедрый? Что случилось? Ну какая причина была в продаже Аляски, ведь никто не знает. А может быть просто давайте продадим что-нибудь ненужное. И продали. Ведь не немецкие же земли продали. Что же еще произошло в начале царствования Александра II? А вот, кстати... Мне сейчас, знаете, видео попалось, где какая-то там чиновница из Абхазии на каком-то совещании говорит о том, что нам не нужны туристы, у которых 300 рублей в кармане. А нам нужны туристы, у которых есть деньги, потому что эти туристы ничего не купят на улице. Они будут вот сидеть на своих завтраках в отеле и стоять там типа по 2 часа в очереди за соком в отеле. И тут, друзья, если честно, я охренела. Угу, прикиньте, ну им не нужны вот такие вот туристы. А что вы сделали для того, чтобы люди, которые привыкли ездить в Турцию, в Египет, я не знаю, в Таиланд, на Мальдивы или еще куда-то, где все включено, где хорошие классные условия и так далее, что вы сделали для того? Вы живете в какой-то Савдепе и застряли в 1970 году, 80-м. Человек, который привык ездить там в Египет, в Турцию там, или еще куда-то, он к вам не приедет, он не захочет спать на застиранных простынях, на продавленных матрасах и так далее, мыться холодной водой. Чем вы можете уже искушенного туриста-то удивить-то, собственно говоря, когда люди привыкли есть там всякие там... А теперь слушаем внимательно и вникаем в суть. По странному стечению обстоятельств, каждый последующий император России уезжал в путешествие. А как вы думаете, куда? Да в путешествие по Европе, конечно. Куда же он еще мог ехать? Там совершенно случайно знакомился со своей будущей женой и привозил ее к российскому трону. Ну а как по-другому? Ну не жениться же немцу на россиянке. Они-то кровь мешать не хотели и выбирали только своих. И вот они, наши барышни, привезенные уже немецкими правителями, становятся у трона. Давайте же поближе с ними познакомимся. Кто они? Почему они у нас? Как они хотя бы выглядели? Давайте, чтобы это не было голословно. Итак, сначала. Вот она, та женщина, та последняя русская,
которая была у трона. Евдокия Лопухина. Это ее бросил Петр Великий. Это ее он обменял на европейскую женщину. Вот на эту. Вот она, Марта Самуиловна Скавронская, которую переименовали в Екатерину. А вот уже Петр III, урожденный, знаете как? Карл Петер Ульрих, с немецкого языка, естественно, и его благоверная супруга Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангельцербская, тоже с немецкого языка. А вот следующий царь, Павел I, урожденный от брака Петра III и Екатерины II. И, как вы до этого уже видели, это оба чистые немцы. И кто же были жены? А у него, кстати, были две жены у Павла I. Так вот, первая его жена, Наталья Алексеевна, такое она себе придумала имя, отчество, когда вышла замуж за Павла I. Так вот, она принцесса Августа Вильгельмина Луиза Гессен-Драмштадтская. А вторая его жена, Мария Федоровна, так она решила называться, принцесса София Доротея Вюртембергская, дочь Фридриха II. Но следующий русский царь, соответственно, чистокровный немец, Александр I. В женах у него Елизавета Алексеевна, такое хорошее русское имя-отчество. Однако посмотрим, как она урождена. А урождена она, как Луиза Мария Августа Баденская. А вот следующий царь, Александр II, как вы понимаете, тоже чистокровный немец, у престола Российской империи. И его жена, Мария Александровна. А звали ее по-настоящему Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская. Следующий немецкий царь на российском престоле Александр III. И его жена Мария Федоровна. Такое простое русское имя. Они любили брать русские красивые имена. А кто же она по рождению? А по рождению она Мария София Фредерика Дагмар. Ну как вам вообще события? Мне очень нравится, что происходило. А может быть и сейчас происходит. Царь Николай I, царствовавший перед царем Александром II. И его супруга Александра Федоровна. Тоже красивое русское имя. А урожденная принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмильна, прусская. Ну и, наконец-таки, последний царь Российской империи, Николай II, и его благоверная супруга Александра Федоровна. Как-то они не разнообразили свои имена. Но при рождении наша Александра Федоровна, принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская. Конечно, из истории мы знаем, какое огромное количество войн вела Российская империя. А кто посылал на войну граждан России? Кто объявлял всеобщую воинскую повинность? Немцы. Да, именно немцы у трона отправляли русских людей на войну. Немцы у власти посылали гибнуть славян за великую державу. Если они прятались под чужими русскими именами и отказывались от католического вероисповедания, принимали крещение, то что можно было ожидать от таких людей? Миллионы русских гибли по приказу немецких правителей во все века. А теперь подойдем к самому главному вопросу, который я хотел бы вам раскрыть. Итак, зачем нужно было отменять крепостное право на Руси и кому это было выгодно? Мы прекрасно теперь понимаем, что находились в то время под руководством немецких властителей. И что же они? Как они решали свои вопросы для собственного обогащения, жертвуя России? Смотрите, ведь никто не ответил на вопрос, из-за чего была продана Аляска. Ну по какой такой причине Россия вдруг взяла и отдала Аляску Соединенным Штатам? А ведь сделку подписали в 1957 году. Во главе государства российского на то время стоял немец, как мы уже знаем, Александр II. Продажа официально состоялась в момент перевода США денег 7,2 миллиона долларов США в 1867 году. То есть подписали мы договор на 10 лет раньше. Уже тогда Аляску заранее Александр II продал американцам. Почему он такой щедрый? Что случилось? Ну какая причина была в продаже Аляски, ведь никто не знает. А может быть просто давайте продадим что-нибудь ненужное. И продали. Ведь не немецкие же земли продали. Что же еще произошло в начале царствования Александра II? А вот, кстати... Ну вот как-то даже обидненько становится на самом деле. Одни там море выкопали, другие, значит, прямые
потомки Адама и Евы, и райский сад был, сами знаете, на территории какой страны. Что-то даже как-то обидно. Может, уже что-нибудь мы тоже себе придумаем? Ну, ё-моё, скоро так все займут. Ребята, ну, давайте, накидайте в комментариях, а что там древние русы сделали? Я не знаю, может Эверест тачками насыпали, насобирали, камней наскладывали, получился Эверест. Ну, я не знаю, просто версии накидайте. У меня не такая богатая фантазия, как у этих ребят, поэтому давайте. Да после того, как интернет заполонили видео урезки насчет местной чиновницы, которая сказала про дошираки, я скажу по-своему. Вот вся, получается, польза этих дошираков. Мусорный контейнер стоит буквально здесь в 20-30 метров, а по всему пляжу дошираки, любимые некоторыми людьми, туристами, которые до контейнера никак не дойдут, пиво, которое мы каждый день убираем. Вот, в общем, потом нас в комментариях еще и обвиняют, что мы, оказывается, не гостеприимные, что мы злые. Да после того, как интернет заполонили видео урезки насчет местной чиновницы, которая сказала про дошираки, я скажу по-своему. Вот вся, получается, польза этих дошираков. Мусорный контейнер стоит буквально здесь в 20-30 метров, а по всему пляжу дошираки, любимые некоторыми людьми, туристами, которые до контейнера никак не дойдут, пиво, которое мы каждый день убираем. Вот, в общем, потом нас в комментариях еще и обвиняют, что мы, оказывается, не гостеприимные, что мы злые. Да после того, как интернет заполонили видео урезки насчет местной чиновницы, которая сказала про дошираки, я скажу по-своему. Вот вся, получается, польза этих дошираков. Мусорный контейнер стоит буквально здесь в 20-30 метров, а по всему пляжу дошираки, любимые некоторыми людьми, туристами, которые до контейнера никак не дойдут, пиво, которое мы каждый день убираем. Вот, в общем, потом нас в комментариях еще и обвиняют, что мы, оказывается, не гостеприимные, что мы злые.